Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Начнем с происшествий в нашем регионе. В Нерингре полицейские установили подозреваемого в краже смартфонов из магазина цифровой и бытовой техники. Общая стоимость двух смартфонов – 130 тысяч рублей. Вором оказался 20-летний местный житель. Он был недавно принят на работу в магазин и являлся стажером на должность кладовщика. Имея доступ к товарам, молодой человек решил этим воспользоваться. Похитив два новых дорогостоящих смартфона, злоумышленник спокойно вышел через служебный вход. Позже один из смартфонов он подарил своему товарищу, а второй поменял на автомобиль «Жигули». В настоящее время подозреваемый признал вину. В его отношении возбудили уголовное дело. После разговора с мошенниками житель Нерингри лишился почти 90 тысяч рублей. Ему поступил звонок с московского номера. Звонившая представилась сотрудницей банка, обратилась по имени-отчеству и поинтересовалась, не совершает ли он покупку, на что потерпевший ответил отрицательно. Тогда девушка уверила, что это пытаются сделать мошенники, и переключила разговор на якобы специалиста отдела безопасности, который сообщил, что для того, чтобы остановить списание, необходимо назвать код, который придет на мобильный телефон. На это заявитель ответил, что не должен называть никому данные коды. Тогда же специалист сказал, что подключит голосового робота, и код необходимо будет продиктовать ему по одной цифре. В итоге мужчина продиктовал роботу коды, приходящие в СМС-сообщении 4 раза, после чего вошел в мобильное приложение и увидел пропажу денег. Следователь он признался, что знал о подобных случаях, но мошенники показались ему очень убедительными. В Якутске за одну ночь в городские отделы полиции доставили 2 пьяных несовершеннолетних, а также 8 несовершеннолетних, находившихся в ночное время в общественном месте без законных представителей. Сотрудники по делам несовершеннолетних МВД совместно с представителями органов системы профилактики провели ночной рейд. Они проверили 18 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, и 32 места концентрации несовершеннолетних, в том числе ночные клубы, бары, кафе и компьютерные клубы. Перейдем к происшествиям в других регионах. Пассажирский самолет «Ютейр» совершил жесткую посадку в Усинске, республика Коми. Он ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу из-за проблем с шасси. На полосе самолет развернуло на 90 градусов, сообщили власти республики Коми. На борту лайнера, следовавшего из Москвы в Усинск, находились 94 человека. Никто из них не пострадал. Один пассажир самостоятельно обратился в медпункт с повреждением колена. По данным СМИ, следственные органы начали проверку по факту инцидента. Один из пассажиров самолета снял момент приземления на видео. На кадрах было видно, как в момент удара лайнера о землю с полок в салоне падают вещи пассажиров и отрывается обшивка самолета. 2 погибли в ДТП с автобусом и фурой в Кузбассе. Об этом сообщает Следственный комитет России. По данным ведомства, всего в аварии пострадало 35 человек. Подробности далее. На трассе в Яшкинском районе Кемеровской области в воскресенье столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Лобовое столкновение произошло на 60-м километре трассы Анжеро-Сунженск-Кемерово, сообщает Следственный комитет России. В результате искореженные автомобили оказались на обочине. Мы с каждым родственником работаем индивидуально, чтобы вникаем в положение каждого пострадавшего и вместе с родственником отрабатываем, что мы можем помочь, как власть может помочь людям, попавшим в эту тяжелую ситуацию. Это индивидуальная беседа. Я думаю, что нет смысла о деталях этой беседы говорить. Просто хочу, чтобы все знали, вся необходимая помощь и людям, попавшим в ДТП, и их родственникам будет оказана. По данным пресс-службы регионального центра медицины катастроф, водитель грузовика скончался до прибытия медиков, а 71-летняя пассажирка автобуса умерла на операционном столе в больнице Анжеро-Сунженска. Видела вообще, да, у всех лица искаженные, носы, глаза опухшие. Женщину видела очень сильно, она прям не шевелилась, ее вытаскивали неподвижную совершенно. Всего в ДТП пострадали 35 человек, из них 16 было госпитализировано, а остальных отправили на амбулаторное лечение. 10 госпитализированных с самыми тяжелыми травмами эвакуируют в медицинские учреждения области более высокого уровня. Что произошло? Вы помните, как это случилось? Да нет, как в автобусе ехал, да и удары и все. Больше ничего. Помнил, только 3 вытащил. Тяжелых 3. Рядом со мной парень сидел, вообще вся голова разбита. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.